С 1 сентября 2025 года в Абхазии вступят в силу новые меры поддержки педагогов. Кабинет министров установил ежемесячные доплаты учителям абхазского языка и литературы в размере 6 тысяч рублей, что коснется 760 специалистов. Преподаватели русского языка и литературы получат ежемесячную надбавку в 5 тысяч рублей. Эта мера затронет 762 педагога. Увеличены ставки и за классное руководство. Прибавка к заработной плате составит 1800 рублей. Мы считаем утратившим силу постановление 2011 года. Новое постановление касается учителей, преподавателей абхазского языка и литературы общеобразовательных учреждений. Это школы, это лицеи-интернаты, это школы-интернаты, которые подведомственны Министерству просвещения. Министерство юстиции Абхазии и Южной Осетии подпишут соглашение о сотрудничестве. Также республики заключат еще одно соглашение о торговле товарами, предусматривающее отмену таможенных пошлин в ряде случаев. Кабинет министров Абхазии одобрил подписание межправительственного соглашения. Ожидается, что оно простимулирует товарооборот между двумя республиками. Аналогичное соглашение у Республики Абхазия подписано с Российской Федерацией в 2012 году. Одной из ключевых особенностей таких соглашений является освобождение от уплаты таможенных пошлин. В отдельных случаях при вывозе товара с территории одной страны на территорию другой страны, в отдельных случаях при ввозе. В нашем случае в соглашении между правительствами Республики Абхазия и Республикой Южная Осетия речь идет об освобождении от уплаты ввозных таможенных пошлин. Необходимо установить конкретные перечни товаров, которые будут под изъятие. И с учетом этих особенностей мы доработаем, чтобы это приложение к проекту постановления было. Здесь написан этот механизм протоколами, но все-таки, на мой взгляд, было бы лучше установить это прямо перечнем в самом соглашении. Временные меры по регулированию топливного рынка продлены до 31 августа 2026 года. Данное изменение внес Кабмин Абхазии. Министерство энергетики, ответственное за исполнение данного постановления, будет осуществлять мониторинг ситуации на топливном рынке и предпринимать необходимые меры для поддержания стабильности. Устанавливаются предельные надбавки, которые определяют конечную стоимость при оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, действующие на протяжении последних 1,5 лет. Также установлен механизм, который обязывает импортеров нефтепродуктов осуществлять в объеме 40% от ежемесячного ввоза нефтепродуктов в реализацию другим участникам топливного рынка. Эти меры принимались ранее правительством с учетом складывающейся ситуации как на внутреннем рынке, так и под влиянием внешних факторов. Постоянно нужно эту ситуацию держать на контроле, мониторить. У нас уже логистические цепочки несколько изменились, другие обстоятельства, которые влияют на цену товаров в Республике Абхазия. Очень внимательно за этим следить. Мы дали большой порог сейчас 31 августа 2026 года, но при всем том это нельзя просто взять и отложить, надо постоянно осуществлять мониторинг. Кабинет министров утвердил итоговый отчет о реализации программы развития сельского хозяйства за 2024 год. Согласно заявлению министра сельского хозяйства Беслана Джупуа, общие инвестиции в программу с 2021 года составило 450 миллионов рублей, из которых 150 миллионов были выделены в 2024 году. Особое внимание уделялось борьбе с вредителями. Ежегодное выделение 10 миллионов рублей на соответствующие препараты, по словам министра, оказало благотворное влияние на урожайность. В 2024 году были приобретены запасные части для районных МТС, а также успешно реализованы 13 проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и 4 проекта в области животноводства. Сумма, которая, скажем, утверждается для крестьян, не превышает 1 миллион или 1 500 000. Вот за эти деньги он может получить все необходимое для того, чтобы оградить, обработать и посадить на определенные саженцы. То есть мы не платим, как это было с 2013 года, за его труд. То есть все, что мы отдаем, он должен своими силами
ограду сам поставить, саженцы сам посадить. То есть интерес к этому участку у него уже не пропадает, и мы таким образом достигаем, что этот результат имеет вроде бы конечный результат. То есть они ухаживают уже, имея свой труд. Кабинет министров установил тарифы на посещение Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость», распахнувшего свои врата в столице 30 июля. Отныне вход для граждан Абхазии, детей до 12 лет, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов Отечественной войны народа Абхазии будет бесплатным. Для остальных посетителей стоимость билета составит 200 рублей. Члены правительства внесли ряд изменений в постановлении о порядке оформления и разграничения госсобственности и формировании реестра собственности. Кунда Шоу, Раму Камке, Абхазское телевидение.